sana kazan ayırmışsın nazdan min her vakit senin aşkına. Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами, передвижения кортежей, закрытие там, я понимаю, некоторых магистралей. Но хочу заверить вас в том, что эти испытания были не напрасными. Хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы. Добро пожаловать в Республику Татарстан. President of the Russian Federation Владимир Путин. Искренне рады приветствовать в Казани глав государств, членов БРИКС и лидеров стран, заинтересованных в сотрудничестве с нашим объединением. Сегодня успешно прошли заседания саммита БРИКС в узком и широком составах, которые были посвящены актуальным вопросам глобальной повестки дня, взаимодействию в политике и безопасности, экономике и гуманитарной сфере. Состоявшиеся обсуждения вновь продемонстрировали, что государства объединения разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства. Сообща стремятся всячески способствовать формированию справедливого многополярного миропорядка при решающем участии стран глобального Юга и Востока в системах международного управления. Саммит БРИКС – это возможность показать доброту и гостеприимство, талант и трудолюбие жителей Республики Татарстан, жемчужины великой и прекрасной России. Прошлое, настоящее и будущее сегодня встретились здесь, чтобы почувствовать это вдохновение и подарить его вам. Уважаемые главы государств, дамы и господа, дорогие друзья, рад всех вас приветствовать на заседании в формате Outreach BRICS+. Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами. Напомню, что в прошлом году на встрече в Йоханнесбурге были приглашены главы многих африканских государств и руководители ключевых региональных организаций. А в этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС и даже рассматривающих в перспективе возможность членства в объединении. Уважаемый президент Путин, коллеги, благодарю президента Путина и правительство России за организацию сегодняшнего диалога лидеров в формате БРИКС+. Рад приветствовать всех коллег и встретиться с давними и новыми друзьями здесь, в Казани. Коллективный подъем стран глобального Юга — это яркая примета динамично меняющегося мира. Их совместное движение к модернизации знаменует собой знаковые события в мировой истории и небывалое великое начинание в цивилизации человечества. Однако, в силу суровых вызовов перед делом мира и развития, путь глобального Юга к возрождению легким не будет. Мы, как ведущие страны глобального Юга, обязаны объединять умы и усилия, смело взять на себя ответственность за формирование сообщества единой судьбы человечества. Хочу отметить, что при всех этих вопросах
такой другой универсальной международной организации все-таки пока в мире не существует. Я с удовольствием передаю слово генеральному секретарю Организации Объединенных Наций господину Гутеррешу. Господин президент, дорогие лидеры, представители стран, уважаемые коллеги, сотрудники протокола, я очень благодарен за возможность участвовать в 16-м саммите БРИКС. Все страны представляют почти 50% населения Земли. Я отмечаю вашу приверженность, поддержку многосторонности, решению международных проблем, и это отражено в собрании сегодняшнего года. Ни одна другая группа, ни одна страна не может работать сама по себе. Нужно сообщество стран, которые будут действовать как одна большая семья для того, чтобы справиться с большими мировыми вызовами, такими как растущее число конфликтов, уничтожение из-за изменения климата, загрязнения, потеря биоразнообразия, растущее неравенство и продолжающаяся бедность, голод. Кризисы угрожают нашим планам будущее для многих уязвимых стран. То, что 1/5 часть ЦУР реализуется, растущий цифровой разрыв, отсутствие решений в области искусственного интеллекта и другие. Саммит будущего представил направление для укрепления многосторонности, для целей глобального развития и безопасности. Сейчас нужно подкрепить слова делом. И мы верим в БРИКС, в то, что он сможет сыграть очень важную роль для того, чтобы достигнуть поставленных задач. Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живем. Вот в семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки. Цель БРИКС заключается в том, чтобы создать необходимые механизмы взаимодействия и создать благоприятную атмосферу в общем доме. Мы этим занимаемся и будем это делать, в том числе в тесной координации с Организацией Объединенных Наций. Ayırmışsın nazdan min her vakit sen aşkına rahmet sana kazan ayırmışsın nazdan min her vakit sen aşkına. Успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства объединения и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно. Проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах. В частности, состоялись многочисленные встречи отраслевых министров, различных конференций, были проведены семинары, деловой форум. С большим успехом прошли и спортивные игры. Что касается непосредственно Казанского саммита, в нем приняли участие, вы уже знаете об этом, делегации 35 государств и 6 международных организаций. Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику. У каждого из этих государств свой путь развития, свои модели экономического роста, богатая история, культура. Именно в таком цивилизационном многообразии, уникальном сочетании национальных традиций, безусловно, и кроется сила и огромный потенциал для сотрудничества не только в рамках БРИКС, но и в том большом кругу стран-единомышленников, которые разделяют цели и принципы деятельности объединения. В Казани мы подтвердили, что БРИКС – это не замкнутый по себе формат,
Он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы. И, конечно, пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить руководство Татарстана, мэрию Казани за гостеприимство и стремление создать комфортные условия для нашей совместной работы. Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами, передвижение кортежей, закрытие там, я понимаю, некоторых магистралей. Но хочу заверить вас в том, что эти испытания были не напрасными. Хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы.